Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Андреевич Чирикба, я языковед. Сегодняшняя лекция посвящена фонетике абхазского языка, согласным и гласным. Предварительно несколько слов о абхазском языке. Абхазский язык – это язык абхазов, коренного населения северо-западного участка Черноморского побережья Кавказа, территория Абхазии, ныне это независимое государство Республика Абхазия, границами которой являются на юго-востоке река Ингур, а на северо-западе река Псоу. Абхазский язык родственен языкам Северного Кавказа. Это абазинский язык, ближайший родственник абхазскому языку, а также такие языки, как кабардинский, адыгейский и убыхский язык, к сожалению, уже вымерший. Вместе они составляют небольшую абхазо-адыгскую или западно-кавказскую семью языков, которая является ветвью северокавказской семьи языков. Другой ветвью являются нахско-дагестанские языки или восточно-кавказские языки. Это чеченский, ингушский, базбийский, а также около 40 языков Дагестана. Аварский, лакский, даргинский, табасаранский, лезгинский и так далее. Абхазский язык разделяется на несколько диалектов. Ныне в Абхазии два диалекта. Это абжуйский диалект, который распространен на территории вот таких районов, как Ткварчальский, Чемчирский, Кульрыбский район, а также бзыбский диалект, который распространен на территории от села Ишера на северо-западе от Сухума, рядом с Сухумом, и вплоть до реки Псоу. Однако в середине 19 века ситуация была несколько иной, поскольку большая часть абхазов была выслана или депортирована российской военной администрацией в предгорье Османской Турции, и ныне в Абхазии лишь два диалекта. Однако исконно в Абхазии было 5 диалектов абхазского языка. Это абжуйский диалект, о котором я уже говорил, который был распространен между рекой Ингур на юго-востоке до реки Кадор на северо-западе. Затем в верховьях реки Кадор был цабалский диалект. Это было горное племя абхазское, цибельдинцы или цабалцы. Между реками Кадор и Шицкуара до нынешнего Нового Афона было гумское наречие. Это наречие промежуточное между бзыбским и абжуйским диалектами. От Нового Афона до реки Бзыб был распространен бзыбский диалект абхазского языка. Между нынешним городом Гагрой и рекой Мацеста в Сочинском районе распространен был западно-абхазский садский диалект, садский диалект, а в верховьях реки Мдзымта, нынешней территории Красной Поляны, говорили на акчипском диалекте, диалекте абхазского языка. Ни один из диалектов не сохранился, кроме бзыбского и абжуйского диалекта. Так что в Абхазии ныне два диалекта, а в Турции еще сохраняются все 5 диалектов абхазского языка. Абхазские диалекты очень близки между собой, и разница между ними в основном фонетическая. Наиболее архаичным является бзыбский диалект абхазского языка, где очень много древних фонем, сохранившихся и утратившихся в других диалектах. Абхазский язык относится к младописьменным языкам. У нас нет данных, которые указывают на то, что абхазцы в древности владели письменностью. Это не исключено, тем не менее, пока фактов не было найдено. И можем считать абхазский младописьменным языком. Абхазская письменность была создана в середине 19 века. Первые записи абхазского языка были сделаны ранее, в 17 веке, турецким путешественником Эвли Челеби, который записал таким арабским шрифтом, в его османском варианте, около 40 слов и фраз на языке, как он сказал, странных и удивительных абазов. Лисани аджиб угариби абаза. Челеби удивительно точно записал абхазские слова. Их можно легко понять, даже сейчас, через 300 лет. Его мать была абхазская, поэтому мог язык слышать и дома, поэтому, в общем-то, можно объяснять и точные записи абхазского языка.
И вот анализ этого материала, который он оставил нам, позволил мне сделать вывод о том, что это факты сацкого диалекта абхазского языка, то есть западно-абхазский диалект абхазского языка. Научное изучение абхазского языка началось с небольшой статьи немецкого востоковеда Георга Розена, который опубликовал в 1846 году свою статью, посвященную мигрельскому, сванскому и абхазскому языках. Это вот первый грамматический анализ абхазского языка. Но первое, наиболее обстоятельное исследование абхазского языка принадлежит выдающемуся гениальному русскому кавказоведу Петру Карловичу Услару, который публиковал свою абхазскую грамматику в 1862 году, и который до сих пор, эта книга до сих пор сохраняет свою большую ценность, потому что это было действительно замечательное исследование в тайне абхазского языка. Я расскажу несколько слов о наиболее главных структурно-типологических особенностях абхазского языка, которые отличают его от других языков мира. Ну, во-первых, абхазский язык является языком агглютинативным. От латинского слова агглютинацию — приклеиваю. То есть словоформа, глагольная словоформа, а абхазская грамматика в основном это глагол, состоит из большого числа морфем, которые приклеены друг к другу. В основном абхазском это префиксальные морфемы, префиксы. Вот. Однако есть и суффиксы перед корнем, корень и несколько морфем после корня, суффиксы. Получается такая длинная цепочка морфем. Причем границы между морфемами, как правило, четкие, и каждая морфема, как правило, наделена одним значением. Это языки типа агглютинативных. Вот, например, турецкий язык тоже относится к таким языкам. Кроме того, абхазский язык является языком полисинтетическим. Это редкий тип языков. Глагольная словоформа включает в себя очень большое количество элементов, грамматических, видовых и так далее, которые все включены в одно глагольное слово. Так что если в русском языке, допустим, нужно целое предложение, чтобы выразить какую-то фразу, в абхазском языке достаточно одного глагольного слова. Для примера приведу фразу «Иузына сыщтует». «Иузына сыщтует». То для тебя туда я пошлю. И, наконец, другой особенностью абхазского языка является то, что он относится к числу эргативных языков. Есть языки номинативные, русский язык, другие европейские языки, большинство языков европейских. Есть языки эргативные. В чем отличие? В русском языке маркируется специальным падежом, винительным падежом прямой объект при переходном глаголе. Сестра видит собаку. Сестра в винительном падеже, собака в винительном падеже. Это язык структуры аккузативная. То есть аккузатив — это винительный падеж. В языках эргативных, наоборот, субъект переходного глагола маркируется особым падежом, эргативным падежом, а прямой объект — именительным падежом. Это языки эргативные. Но в абхазском языке падежей нет, язык без падежей. И поэтому вот эргативная структура выражается посредством порядка, частично формы глагольных префиксов перед глагольным корнем в переходном глаголе. Для примера приведу две фразы. Первая фраза глаголом непереходным. Ацхрара — помогать. Сицхравует — я ему помогаю. Я — субъект непереходного глагола. И — косвенный объект. Цхравует — помогаю. И глагольная фраза с глаголом переходным. Абара — корень ба — смотреть. Сыжбойт — меня вы видите. Теперь уже на первом месте слева расположен прямой объект с меня, затем субъект переходного глагола, ж, вы и, наконец, глагол бойт. Видите. Меня вы видите. Так в абхазском языке реализуется эргативный строй. Теперь перейдем уже к фонологии, к фонемике, к согласным и гласным абхазского языка. Абхазский язык относится к числу консонантных языков, то есть в нем, вот в системе фонем, превалируют согласные. В абхазском языке очень много согласных, это один из рекордсменов мира по числу согласных. Но в бзырском диалекте абхазского языка почти 70 фонем, 68 согласных. С другой стороны, абхазский язык относится к числу языков с минимальным числом гласных. В абхазском языке лишь две гласные — а и ы.
Это тоже своеобразный мировой рекорд. Все согласные делятся на две группы. Шумные, то есть там, где преобладает шум при произнесении согласных, и сонорные, там, где звук преобладает. Вот. Фонемными признаками являются также огубление, то есть движение губ, дополнительная артикуляция, я о ней скажу чуть ниже, и смягчение или палатализация, то есть дополнительное поднятие средней части языка к небу. Наиболее важные корреляции, как при распространении по глухости и звонки, есть глухие согласные, звонкие согласные, есть согласные огубленные, смягченные, а также придыхательные, глотализованные и звонкие. Шипящие спиранты и африкаты являются ретрофлексными, то есть при их произнесении кончик языка загибается назад к небу. Это называется явление ретрофлектности, то есть назад идет кончик языка. На периферии фонемной системы находится глотальная смычка, которая присутствует в междометиях или в каких-то словах звукоподражательных. Несколько слов о дополнительных признаках фонем абхазского языка, шумных фонем. Вот аспирация или придыхание. Вот все согласные, которые являются незвонкими и не глотализованными, являются придыхательными. Придыхание не сильное, вот, но оно ощутимо в смычных и мало ощутимо в спирантах и африкатах. Другим признаком является глотализация. Согласные, вообще все кавказские языки имеют глотализованные согласные или абруптивные согласные. То есть здесь дополнительная к основной артикуляции, они все являются глухими, то есть сочетание основной артикуляции, гортанная смычка одновременно происходит. В абхазском языке глотализованными являются смычные и африкаты. Кроме того, имеются лабиализованные согласные, то есть огубленные согласные, при произношении которых есть основная артикуляция и дополнительная артикуляция в виде выдвижения губ. В абхазском языке, хотя признак лабиализации, он единый фонемный признак, однако вот имеется 4 типа огубления в абхазском языке, в зависимости от типа согласного. Есть У-образное огубление. У-образное огубление – это билабиальное огубление и включает в себя такие билярные и улярные согласные, как гу, ку, ку, ку и так далее. Второй тип огубления – Ю-образное, то есть происходит такой Ю-образный призвук. Это шипящие спиранты, огубленные Ж, Ш, Ю, Ш. Следующий вид огубления – В-образное огубление. В, то есть это зубно-губное огубление, В-образное. Это лабиодентальные или зубно-губные согласные. Это такие согласные, как африкаты, дж, ч, ч, и свистящие спиранты, дж, ш, которые в диалектах встречаются. Наконец, последний тип огубления – это полная билабиальная смычка, которая включает в себя зубные или дентальные, лабиализованные смычные, д, т, т. И, наконец, палатализация заключается в дополнительном поднятии средней части языка к твердому небу. Такие согласные, как ж, щ, вулярные г, к, к, вулярные к, вулярные спиранты р, х и так далее. Состав согласных фонем абхазского языка может представлен быть в виде следующей таблицы. Я сейчас буду читать согласные по порядку в виде слогов с гласным А 3 раза, чтобы было хорошо понятно их произношение. Смычные согласные, губно-губные. Б, аба, п, апа, п, апа. Смычные дентальные или зубные. Простые. Д, ада, т, ата, т, ата. Огубленные. Б, адба, т, ата, т, ата. Смычные вилярные. Г, ага, к, ака, к, ака. Огубленные или лабиализованные. Гу, агва, ку, аква, ку, аква. Палатализованные или смягченные. Ге, агя, ке, акя, ке, акя.
увулярные смычные, образующие вот, в области маленького язычка или увулы. К, ака, ко, аква, ака. И, наконец, глотальная смычка которая не имеет статуса фонемы в абхазском языке, однако присутствует вот на периферии фонемной системы. Теперь африкаты абхазского языка. Они, так же как и смычные, являются звонкими, либо глотализованными, либо глухими. Зубные африкаты дз, адза, ц, аца, ц, аца. Огобленные являются губно-зубными или дентолабилизованными. Дж, аджа, ч, ача, ч, аца. Шипящие, простые шипящие аспиранты. Дж, аджа, ч, ача, ч, ача. Они являются, как я сказал, ретрофлексными. Палатализованные корреляты шипящих африкат. Дж, аджа, ч, ача, ч, ача. Затем переходим к спирантам. Это губно-зубные спиранты. В, ава, ф, афа. Зубные спиранты. З, аза, с, аса. Шипящие спиранты. Ж, ажа, ш, аша. Как видим, они тоже являются ретрофлексными. Лабиализованные шипящие спиранты. Ж, ажа, ш, аша. И палтализованные или смягченные шипящие спиранты. Ж, ажа, щ, аща. Имеются также увулярные спиранты, звонкие и глухие. Г, ага, х, аха. Лабиализованные. Го, агуа, хо, ахуа. И палтализованные. Ре, аря, хе, аха. Имеется также звонкий фарингал, который реализуется в виде долгого а. Но его статус является дискуссионным, поэтому я не буду на этом останавливаться. Но я сейчас произнесу глухие корреляты фарингалов. Простой х, аха и лабиализованное х, аха. Наконец подходим к сонорным согласным. Губно-губные сонорные. Это м, ама, в, ава. Зубные сонорные. Н, она. Латеральные сонорные. Л, ала. Р, ара. Палатальные сонорные. Е, ая. И палатальные огубленные. Ю, ая. Вот это были согласные абхазского языка, диатурного абхазского языка. Теперь о гласных абхазского языка. Гласные абхазского языка имеют линейную, бинарную, то есть двоичную систему а, и, которая различается по степени открытости. А более открыто, и более закрыто. А является более низким по произношению, по степени понятия языка, а и является более высоким. Вот имеется такая теория, которая выдвинута была несколькими западными лингвистами, о том, что в абхазском языке и в других языках родственных, абазинском, кабардинском, имеется лишь одна гласная а. Однако это является ошибочной теорией. И вот покажу я по существующим минимальным парам, то есть парам, которые отличаются лишь наличием того или иного гласного, что фонемный контраст между гласными а и в абхазском языке вполне существует. Ацра – яблоко, ацр – колышек. Ца – цр. Явно, что здесь значение различается именно по наличию а или и. Аса – кусок, ас – снег. Аха – но, однако. Ах – голова. В абхазском языке имеются и другие гласные звуки, однако они появляются как результат сочетания вот основных гласных звуков а и с контактирующими с ними либо огубленными, либо палтализованными согласными. Поэтому в абхазском языке
хотя имеется много гласных звуков, но фонем, то есть тех гласных, которые различают слова, лишь всего две. А и э. И, наконец, последнее, что я хочу сказать, говоря об абхазской фонетике, это ударение. В абхазском языке ударение играет большую роль. Оно различает слова. В абхазском языке есть целый ряд слов, много слов, которые различаются лишь местом ударения. Приведу такие примеры, как ала – глаз, ала – собака. Ача – перепелка, ача – хлеб. Апара – прыгать, апара – деньги, апара – вязать. Ударение в абхазском языке разноместное, оно может присутствовать в любом слоге в слове. В начале, в середине, в конце. В длинных словах имеется главное ударение и дополнительное ударение. Это была вторая лекция, посвященная фонетике абхазо-адыгских языков. Большое спасибо за внимание. И табубдарадза абзирес.